Отставка Кабинета министров никак не связана с одним из вопросов повестки дня сегодняшнего заседания парламента и никакими требованиями оппозиции. Этот состав Кабинета министров сделал немалую работу в части увеличения бюджетных возможностей, реализации мероприятий по линии инвестпрограммы, внедрению системы казначейства. Начата была работа по оптимизации штата во всей системе Кабинета министров. В целом, я думаю, что и были неплохие результаты, но не могу сказать, что вся эта работа была выполнена основательно и качественно. Время требует большей оперативности работы всех министерств и ведомств, входящих в систему Кабинета министров. Еще раз подчеркиваю, к сожалению, многие пункты, даже тех поручений, которые были озвучены мною в ежегодном послании к Народному собранию, парламенту в 2016 году, остались невыполненными. Это вопросы инвентаризации законодательства, внесения изменений в действующее законодательство по вопросу сокращения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, по вопросу введения единого социального налога и многих других поручений. Тем самым из 14 поручений только 9 выполнены частично, по остальным нет какой-либо информации, а сроки исполнения давно уже истекли. Вот та ситуация, которая складывалась, позволила сделать соответствующие анализы деятельности Кабинета министров, и было принято то решение, о котором вы уже знаете. Дальше. Я думаю, что на работе Кабинета министров никак не отразится отставка премьер-министра. Правительство продолжит работу в штатном режиме, исполнять обязанности премьер-министра. До назначения нового руководителя будет первый вице-премьер Адзен Башамиль. Что же касается назначения нового главы правительства, то в этом вопросе буду я руководствоваться в первую очередь способностью данного кандидата эффективно и оперативно решать поставленные задачи. Это необходимо сегодняшнего времени. Что касается вообще той темы, которая часто звучит в нашем обществе по вопросу так называемого баланса ветвей власти и необходимости представления кандидатуры премьер-министра, так как это мы уже давно предлагали. Если мы действительно хотим что-то изменить в нашем обществе, то и парламент, и президент, и все остальные члены нашего общества, и Кабинета министров должны понять, что другого выхода у нас просто нет. Кандидатура премьер-министра должна представляться президентом. В свою очередь, этот кандидат должен прорабатывать соответствующую программу действий, будучи уже премьер-министром, и его кандидатура должна утверждаться парламентом. Тем самым наступает то время, о котором мы многое говорили, о необходимости создания условий баланса между ветвями власти. И при этом должен быть отработан механизм соответствующих сдержек и противовесов, который, к сожалению, пока еще не всеми принимается. Вот когда мы все эти вопросы снимем, тогда работа и Кабинета министров, и дальнейшая процедура выстраивания отношений между законодательной и исполнительной властью будет совершенно другой. Прочитал я за это время короткое по сегодняшним информациям, по реагированию, которое было сделано со стороны и представителей оппозиции, и со стороны многих других сил. Каждый имеет право таким образом подходить к этим процессам. Но хочу заметить, должны все понимать, когда говорят о том, что нет соответствующих возможностей выполнить те обещания по пенсиям, зарплатам гражданам и объединить всех наших граждан республики, и при этом, мол, ничего не делается, и это привело к расколу общества. Не это привело к расколу общества. К расколу общества приводят совершенно другие действия и другие задачи, которые ставят перед собой некоторые наши господа оппозиционеры. Поэтому хотелось бы, чтобы все это, как говорится, проходило спокойно, без каких-либо потрясений. И хочу еще раз объяснить всем. Кабинет министров ушел в отставку.
не только премьер-министр. И на время, как говорится, до назначения нового руководства Кабинета министров они будут исполнять свои обязанности.